Какой молодец, вот как медаль нам слышит. Рабочие будни у Айшат Гагиевой насыщенные. Врач-педиатр может осмотреть в день до 10 юных пациентов. Свою работу она любит. Общение с детьми – вот ее главный плюс, отмечает медик. Плач и боязнь обследования – стандартная ситуация при любом приеме. Тут у опытного специалиста есть свои небольшие хитрости. Я пытаюсь его вначале расположить к себе, успокоить, пошутить с ним. Как-то вот у нас девочки особенно любят, когда их предмет гардероба, внимание, ну они у нас приходят наряженные, им нравится, когда их предмет гардероба, что я отмечу. И как-то вот пытаюсь вначале расположить к себе, ну так, чтобы прям сразу лезть к ним со своим осмотром. Естественно, они боятся, пугаются, начинают плакать. В своей работе Айшат Гагиева верна уже 27 лет. Видеть дочь медиком еще с детства мечтал ее отец. А следом и сама она после школы захотела примерить врачебный халат. На последнем курсе выбрала направление педиатрии и не пожалела. После окончания медицинского колледжа во Владикавказе в 1990-м она в том же году поступила в Северо-Осетинский медицинский государственный университет. В 1992-м перевелась в Государственную медицинскую академию Дагестана. Через 4 года, закончив обучение, устроилась работать в Сунжинскую детскую консультацию. Врачей в Сунже не хватало, и мы обслуживали весь Сунжинский район, со всех сел все ехали туда. Вот. И на участке тоже врачей не хватало, и как бы сразу поставили на участок. Тоже я вот вспомню свой первый рабочий день, это было лето, июль месяц, жара. Моя медсестра мне говорит, первый мой рабочий день: доктор, идем на участок? Ну, естественно, я говорю, да, идем. И мы пошли на участок, и в это пекло, я помню, вот ходили по домам очень долго. В городской детской поликлинике Назрани врач-педиатр работает с 2000 года. Самый пик пациентов у нее приходится на зиму, в сезон простудных заболеваний и в период плановой иммунизации. ОРВИ, бронхиты, пневмония, диагнозы в основном у юных непосед схожи. Правда, попадаются в работе нестандартные случаи. Представьте, я только после института молодой врач, меня никто не подстраховывает, я одна на дежурстве, и от меня зависит жизнь ребенка. Был у нас ребенок, который выпил белизну. Причем в большом количестве, да. Ну и вот таких случаев вот на моем дежурстве почему-то попадалось часто. Волнение, мандраж и страх ошибиться с диагнозом у Айшат есть и после 20 лет работы. Неважно, насколько врач опытен, он несет ответственность за всех своих пациентов, особенно самых маленьких, уверена она. Тщательное обследование и перепроверка каждого диагноза – такова ее главная установка в работе, несмотря на то, что на учете у нее больше 800 детей. Работа участкового педиатра, она тяжелая. Она отличается от работы всех других педиатров и вообще других специальностей тем, что участковый педиатр, он отвечает за своих детей на участке. Вот прям за каждого. Где-то, если кто-то заболеет, где-то, если что-то произойдет, случится, ну, педиатр должен быть участковый в курсе. Ответственная, собранная, грамотная, чуткая к чужому горю и очень заботливая. С теплотой в голосе о нашей героине отзываются и коллеги, проработавшие с ней бок о бок больше 20 лет. Более чуткого и внимательного доктора я не встречала. Она очень в плане работы ответственный человек, в плане того, что она очень к любому взрослому и к маленькому она очень относится с пониманием. Если ее все любят, коллектив ее очень уважает. Я ей пожелаю самое главное здоровья, счастья, чтобы ее дети были здоровые. Не бояться пробовать что-то новое, ходить на обучающие семинары и конференции, тем самым получать новые знания в своей профессии. Вот что советует Айшат Гагиева будущим медикам. И самое главное, не терять интереса к своему делу и трудиться с любовью к детям. Дана Плива, Асхаб Белакиев, Новости 24.